мальчиков 3. Ермоленко Андрей — это я, Ермоленко Лилия — это супруга моя, и Азарова Ольга — это сестра. Ну, совместный проект. Еще хотел двоюродную сестру добавить, но она так ничего не сделала, поэтому я ее в список не включил. Значит, общая идея, вот я где-то с этим докладом частично уже выступал. Значит, общая идея, что у каждого преподавателя должен быть свой сайт. Вот там снизу я указал сайты докладчиков. Получилось так, что жена внезапно уехала на море, сейчас она туда добирается, завтра будет купаться уже, поэтому она не смогла. А сестра сказала, что ее директор не пустила, да, сказала, сиди на площадке и нянчи с детьми. Ну, какие-то мысли они мне передали, постарались донести. Да? Ну вот кто-то записывает это, да. А Ермоленко — это мой, Биолайк — это у жены, Био — это у супруги. А это у Ой, меня, да? у сестры. Одна жена, другая супруга, жена и сестра, да. Так, сейчас, что там? В настоящее время у нас почти весь функционал привычный переносится плавно в интернет. Не знаю, вы помните ли вы, нет, такие ситуации, вот лет 15-20 назад у каждого была стопка с дисками, да? То есть на все случаи жизни, как говорится, то есть фильмы там были, какие-то программки, которые, может, и не понадобятся, но на всякий случай пусть лежит, вдруг когда-нибудь понадобится. Помните такое или не застали? Застали? До сих пор стоят, да? Ну, я у себя обнаружил, что у меня даже дискетки лежат 5.25, 3,5 тоже лежат, да? На всякий случай, тут понадобится. Ну, вот. Так вот, вот я написал, что выберет человек, если нужно написать реферат. Вот там фотографии в библиотеке, либо пойти в интернет. Ну, все понимаем, что пойти в интернет. Далее, ну вот опять же выбор 1, выбор 2. То есть пообщаться с людьми, сейчас реалии такие, что скорее выйдут в социальную сеть, ну, может, где-нибудь в скайп выйдут и пообщаются, да? Сделать выбор товара, загуглить, либо пройтись по магазинам. Но все будут гуглить, да? То есть та же супруга моя постоянно что-то сидит, выбирает, постоянно говорит: Андрей, заплати. Да? Дальше, выбор учебного заведения, да? То есть съездить, либо посетить сайт. То есть я к тому, что в последнее время вот сайтам дается большое внимание. Узнать температуру на улице. Да? То есть посмотреть на термометр за окном — это уже не модно в настоящее время. Да? То есть до чего доходит, вот в комнате сына спрашивают, сколько градусов, потому что вот там вот в метре градусов, так он же в интернет пойдет. А жена пока еще не в интернет пойдет, а ТНТ включит. Нет, на ТНТ там бывает. Так, ну и вот, собственно, я выдвинул тезис, что у каждого преподавателя должен быть свой сайт. Ну и сколько-то вот пунктов, с чем я столкнулся, вот мы содокладчики с чем столкнулись. Значит, первый — это вопрос престижа. Да? То есть вот тут, вот, по крайней мере, с двумя ситуациями, там вот потом будет, сестренка подтверждает, что у нее в школе, она в 15-й работает, вот, есть сайт, это значит, я все в глазах школьников, я уважаемый человек, значит, и со мной можно общаться. То есть, ну вот она так утверждает. Да? Второе — средство хранения информации. Да? Значит, тут какая ситуация? Мы сталкиваемся с тем, что у вас много материалов, его где-то надо хранить. Значит, один вариант, ну, хорошо, это мы храним где-то на дисках, на компакт-дисках, на внешних носителях, где-то в интернет просто храним. А другой вопрос, что вот у вас есть сайт, вы на этом сайте можете безумно долго эту информацию хранить. Даже вплоть до того, что если у вас когда-то сайт, ну, даже перестанет существовать, вот не все знают, что есть, например, такой ресурс архив .org, то есть я в свободном режиме, куда мысль несет, вот туда и говорю. Архив .org, на нем вы всегда можете посмотреть, как какой сайт когда выглядел, если вдруг вам стало интересно. Да? То есть вот можно зайти и посмотреть, как сайт Академии, например, выглядел 10 лет назад. Было тогда, наверное, да? У другой школы и так далее. Бывает ситуация у меня, например, что сайт МПТ какая-нибудь, он перестает работать, ну, есть там у меня нюансы. Так я студентов прошу зайти через архив.org и посмотреть определенный материал.
Либо другой, вот опять же сестра там дальше приводит ситуация, что дома все было на компьютере, он внезапно сломался, и все потерялось, все обратно перерабатывает. И расстраивается. Дальше третье, дополнительная переработка и структурирование информации. То есть, вот у вас есть информация, хранится, да? Но в любом случае, прежде чем выложить на сайт, вам же будет неловко вот выложить просто в чистом виде, как есть, да? Вы в любом случае приведете его в порядок. Опять же, в голове порядок возникнет больше. И вот даже из этих соображений. Четвертое. Работа со школьниками, находящимися на индивидуальном обучении, а также с студентами прогульщиками. Ну, вроде тут понятно, да? То есть я, например, в университете, там где написано работаю, да? Занятия у меня многие с чего начинаются? У меня по многим предметам уже разложены лабораторные задания. И занятие начинается с того, что я говорю, продолжаем, или заходим на мой сайт, такой-то предмет, и выполняем задание. Дальше организация общения между учащимися. Тут я имел в виду, что в любом случае школьники, студенты между собой общаются. Ну, сейчас самый распространенный вариант это создать группу ВКонтакте, в которой они между собой общаются. Да? На мой взгляд, если это как-то можно себя поставить так, чтобы немножко контролировать ситуацию, как можно на нее повлиять, попытаться, по крайней мере, в том же ВКонтакте нередко меня куратором назначали. Так я студентам первого курса делал группу, себя назначал администратором. Так и я уже там не куратор, а 4-й год группа существует, они там что-то пишут и так далее. Можно посмотреть, что они там делают, о намерениях посмотреть и так далее. Как-то столкнулся с ситуацией, как куратор, будучи, отчитывал студентов даже, ну они там увеселительное мероприятие сделали в общежитии, и фотографии везде повыставляли, да, в коридоре. Вот я их отчитывал, то есть вот я говорю, посмотрел, я вами недоволен и так далее. Ну вот из таких соображений. А если ваш сайт, вы можете на сайте организовать, сделать форум, на котором что-то обсуждать, ну, по крайней мере, следить за настроением, направлять в нужном русле. Так, шестое. Предоставление средств для коллективной проектной деятельности. Ну, здесь пример. На том же своем сайте вы можете установить среду Вики, что-то ввести. По ресурсам она, по-моему, не такая затратная. Да, это что-то другое. Ну вот это. Дополнительный заработок. Так, ну, по крайней мере, заработок для поддержки самих проектов. И восьмое написал возможность повлиять на нравственную составляющую интернета. Ну, высокая цель, да? То есть показать, как должно быть красиво в вашем понимании. Так, далее. Ну вот это скриншотик моего сайта. То есть у меня на сайте что тут? Ну оно мелко, но студенты видят. Тут студентам у нас получается так, что преподаватели ведут большой перечень предметов. У меня там, не знаю, в списке штук 15 точно есть. Какие-то похожие, какие-то нет. То есть я стараюсь для студентов всю информацию на сайте выкладывать. Да? Сайт у супруги, персональный блог учителя биологии. Биолайк это, ну, мы фантазировали, био, хотелось, чтобы название био было, а лайк подобный. Ну что это такое? Так, ну вот захотелось. Единственное, никак я не могу заставить, чтобы она где-то о себе здесь написала, что это она. Значит, сайт сестры. Она сказала, что ей очень понравился дизайн у Лилии, да? И сказала, сделай мне такой же. Ну, хорошо. То есть тут надо признать, что сайты они сделаны, ну я всегда всем рекомендую, на WordPress. Единственная там трудность составляет в том, что начальная, то есть настройка и установка. То есть вот тут нужна помощь небольшая.
А затем вот практика показывает, что все нормально дальше общаются, делают, сопровождают, все что нужно. То есть для личных целей, в моем понимании, это лучший вариант. Так. Это вот она писала, я тут подправлял. То есть вот она также подтверждает, что для сохранения информации. Вот тут она делится опытом, как готовиться с детьми к самостоятельной работе. Да. То есть, ну, по крайней мере, чтобы внутри, говорит, все потом сдают. То есть она, говорит, при подготовке всегда дает ссылку на сайт, говорит, что там тест выложен. То есть она год с ним общается, с сайтом, и достаточно активно. И, говорит, можете посмотреть, ответы разобрать, запомнить. Потом я вам дам точно такой же, как она рассказывает, один вопрос только поменяю. Ну, вот так вот. Дальше третье. Когда был карантин, она говорит, им разрешали оставлять задания в электронном журнале, и она оставляла ссылку на свой сайт, где были задания. Собственно, могли их делать. Четвертое — это для исправления оценки. Ну, какие-то дополнительные задания, насколько я понимаю, да? Ну и вот пятое, она говорит, что это престижно, на порядок поднимаешься в глазах учеников, имея свой сайт. Ну вот шестой балл при аттестации, связь с родителями. Вот это она делилась. Мое мнение, а там уже смотрите. Значит, первое — это использование условно-бесплатных ресурсов, типа UCAS.com, Live Journal. Брать площадку с своего учебного заведения. Это написал не размещаться. Ну, это мое мнение. Есть технические вопросы, больше технические. И второе, все-таки если вы на сайте размещаетесь, это формально, наверное, все-таки считается с юридической точки зрения, что вы не вы владелец. То есть вы используете ресурсы школьные, то есть их имущественное право ваше интеллектуальное. Авторское. Леонид Сергеевич согласится, нет? Не совсем. Там зависит от соответствующего ресурса. Ну, на том же Гугле, например, там четко сказано. Нет, если на сайте школы своей, либо университета. Тоже зависит от конкретной образовательной организации. Ну вот, чтобы не разбираться, лучше делать отдельно. Да? На Юкоде можно сделать бесплатный сайт, но там реклама замучает. Она отключается только в платном режиме. Но там плата такая, мама не горюет. Почему она отключается без заявления? Ну, по опыту Ильи Ивановича, что... Коллеги, я буквально на прошлой неделе отправил Курт, по-моему, там, Евгений Курт, руководитель этого портала ЮКОС, я ему неделю назад отправил письмо, и мне буквально через 3 дня сняли всю рекламу. Истек там двухгодичный срок, 2 года мне вот не была реклама, и она у меня появилась где-то числа 15 мая. Там заявление заверено директором нужно. Да. Ну, Пишите там... просто просьбу на имя Курта, вот, и буквально в течение 3-4 решается вопрос. Я напомню, Дальше, недостатки вот домен 3-го уровня. Образец могу... Времена ему написал неприличная реклама. Плакаться Да? больше. А достоинство все-таки легкое и быстрое создание сайта. То есть на том же Юказе создается сайт легко, да? Но беда в чем, попытаюсь донести, что если в какой-то момент ЮКОС перестанет поддерживать создание сайта, ваш сайт прокатит. Либо вы сколько-то дней на него не зайдете, или никто не зайдет, он тоже пропадет. нет, ну там если его не поддерживать в период подготовки сайта, то тогда его как бы типа ликвидируют. Ну, условия надо читать, да. Да. Вот. А так нет, мы как-то не заходили, год на него, ничего с ним не стало. А потом Нет, значит, кто-то заходил. копирование. Второй вариант — это вот я напишу использование платного хостинга и домена. Недостатки надо платить. Да? Вот не так много на самом деле. То есть все сайты сестер, я сказал, супруги, они на одном хостинге, то есть я там плачу немного. Так, трудности. Определиться с аудиторией вашего проекта, то есть на кого ориентировано, это вроде понятно. Первоначально ничего не понятно. То есть тут нужен кто-то помощник, чтобы подсказывал.
Ну вот он написал, что первые статьи размещать под чутким руководством. И третье, поддержание сайта требует ежедневного, может, я громко сказал, да, регулярного участия, то есть добавлять материал, смотреть, что вам пишут, удалять гадости, если напишут и так далее. Многие не делают сайт вот из-за 4-го пунктика, что говорят, что вашими материалами будут пользоваться, поэтому я не хочу, мол, на кого-то работать. Но если вот подходить к этому вопросу уж честно-честно, что вот 100% тех материалов, что вы используете, вы сделали их сами? Нет. То есть вы сами у кого-то берете, поэтому как бы морально вы тоже должны кому-то что-то отдать. Да? Это раз. А во-вторых, я практически, вот вы сами подумайте, вы чей-то материал на 100% используете? Тоже нет. То есть вы берете чей-то материал, творчески его перерабатываете, добавляете что-то свое, и вот ваше видение того материала, что вы на самом деле скачали. Так же получается и с вашим материалом. Поэтому тут в этом вопросе не должно быть жалоб. Так. Ну у меня получилось все. Так, какие будут вопросы к Андрею? Из провайдера, который мне место предоставляет. А второе, я сделал такую глупость, я зарегистрировал на провайдера. И потом я свой проект просто вот так вот. Он у меня ушел, и доменное имя потом провайдером продавалось. Ну, просто я на какое-то время забросил, как бы необходимость в самом проекте отпала. Произошли некоторые изменения. Вот. И просто потом назад у какого-то провайдера, который... Первый доклад закончился, второе выступление Натальи Новикова. Всех знакомых, кто не знает, меня зовут Новикова Наталья. Я работаю в Сыктывкарском государственном университете имени Сорокина, в Институте точных наук и информационных технологий. Вашему вниманию хотела бы сделать город Кенсингтон. Город Кенсингтон находится между Хьюстоном и Далласом. Презентация была подготовлена на ректорат, поэтому я ничего не меняла. Единственное, что я быстренько пробегусь, и потом думаю, что вы будете задавать вопросы. Рассказывать можно очень долго. Сразу скажу, цель поездки заключалась в том, чтобы хотя бы в первых очертаниях лично посмотреть систему образования, прежде всего высшего образования, систему общего образования. То есть мне повезло быть в начальной школе и старшей школе. Да? Вы, наверное, знаете, что в Америке четко разделяются. Если у нас это обычная школа, да, то там есть middle school, начальная школа, primary, middle и high school. Да? И причем это отдельные здания, отдельная структура и вообще все по-разному. И когда я сказала, что у нас все в одной школе, они были вообще в шоке. Как маленькие дети и большие там, ученики могут вместе работать. И расскажу некоторые свои впечатления. Конечно, большое внимание уделяла тому, как информационные технологии представлены, да, но и технологическое образование, поскольку я занимаюсь проблемами технологического образования вообще в России, в Америке тоже посмотрим. Так, что делать? Нажимаем. Андрей Иванович. Нет, вы мышкой перейдите на презентацию просто. Щелкните. И потом он, соответственно, уже запомнит что он будет презентовать. Встречала меня принимающая сторона, это университет имени Сэма Хьюстона в этом городе, насчитывает 19 тысяч студентов, и здесь изучается 170 областей исследований, то есть они называют это исследованием. Здесь вот ректор, фотография, да, демократичный такой, да, это женщина, лично видела, но с ней не разговаривала. Что поразило с самого начала, когда увидела всю инструктуру университета, все студенты абсолютно платят деньги. Это в среднем 20-15 тысяч долларов в год, каждый семестр. Но исходя из этого, вся та инфраструктура, которая была представлена, она, конечно, имела быть вместной. То есть абсолютно все новое, абсолютно все красивое. В принципе, как раз вот эта сумма и говорит о том, что студенты очень много платят. При этом нужно сказать, что часть студентов не от государства или от каких-то
фондов гранта. То есть грант может быть частичный, грант может быть полный, покрывать какую-то часть. Но в большинстве это платное обучение. Некоторые берут достаточно большие суммы денег для того, чтобы оплатить магистратуру и 6 докторских программ. Что хочу сказать сразу же. Магистерские программы в основном онлайн. То есть нету там аудиторных занятий. Вот у нас магистерская программа информационной технологии и образования, у них точно такая же есть, то есть 100% онлайн. Вы пишете заявление, вы платите деньги, с вами занимаются, но диплом, естественно, вы приезжаете, получаете. Все дистанционно. Сразу скажу о системе бакалавриата. 30%, где-то вот от 30 до 50% тоже онлайн. Вся работа преподавателей делится на две части. Первая часть это face-to-face, то есть аудитория. И чаще всего это первый семестр, когда идет начитка, когда знакомятся с определенной дисциплиной. И вторая часть дисциплины идет уже онлайн. То есть практически все курсы делятся на две части. У них нет такого понятия. Когда я говорю дистанционное обучение, а что такое дистанционное обучение? У них, в принципе, вот это все. У каждого преподавателя есть тоже свои курсы, но что характерно у них вот как у нас система Moodle, у них называется Blackboard. Каждый преподаватель ведет там курсы, и независимо от того, хочет он, не хочет, в любом случае это идет. Докторские программы есть онлайн, есть и face-to-face. Но вот сейчас тоже открывается более 2 или 3 докторских программ именно через интернет. Так что у каждого из вас есть уникальная возможность обучаться в университете. Ну вот так с высоты птичьего полета выглядит полностью весь кампус. Достаточно это вот, если посмотреть, это как центр нашего города Сыктывкара. От площади, ну там заканчивая кольца. То есть разделено на сектора. У каждого колледжа есть свое место, да, вот посмотрите, огромный, причем не один, а там 3 или 4 стадиона, стадион для бейсбола, еще для теннисных корт и так далее и тому подобное. То есть это целый город. Когда вы въезжаете в него, вас проверяют там данные, и потом вы там уже можете свободно передвигаться. Есть своя символика, есть свой цвет, есть свой герб и так далее. То есть они очень это поддерживают. Ну вот здесь несколько корпусов. Вот это главный корпус, это концертный зал, в котором проходят все представления, да? Обычные корпуса, что поразило, вот, пожалуйста, есть своя поликлиника. Причем студенты проходят практику непосредственно. Все студенты медицинского института старших курсов, они работают в поликлинике. Кто-то работает санитарами, кто-то врачами, кто-то медсестрами. И все здесь обслуживаются на определенных сертификатах. То, что касается, например, охраны, тоже проезжает в полицейской форме, на велосипедах, пешком. Это тоже студенты юридического факультета старших курсов. В гостинице тоже везде студенты, убирают там, на ресепшене, тоже студенты, которые учатся туризму. То есть практика у них идет непосредственно. Причем многие студенты за это получают определенную сумму денег. Где-то это идет бесплатно. Ну вот, пожалуйста, как выглядит университетский концертный зал. Ну, где-то Москва, Санкт-Петербург, хороший зал. Вот это стадион. Ну и библиотека. Когда я стала рассматривать компьютерный класс, вот, кстати, фотографий нет, и вообще смотреть школы, я пришла к выводу, что в основном вся информация и в текстовом, и мультимедийном, и в техническом варианте собрана в библиотеках. Вот как выглядит зал библиотеки. Там небольшой зал, даже среди книг везде стоят компьютеры. К любому компьютеру вы можете подойти. Если вы захотите зайти в систему дистанционного обучения, просто вводите свой код. Если вы хотите просто как гость, вы просто набираете там гости и так далее. Везде Wi-Fi, то есть мне сразу же показали, как зайти, куда нажать, абсолютно везде. То есть на всей вот этой территории кампуса. То есть здесь студенты могут работать с 6 утра до 12 ночи. У них не принято работать в общежитии. То есть это не этично, там тоже какая-то определенная плата. В основном все работают в библиотеках. Здесь, видите же, здесь есть копировальные, да, машины, то есть можно ксерокопировать, сканировать, все что угодно. На цокольном этаже есть большие мультимедийные
залы, к сожалению, не разрешили мне сфотографировать, где можно посмотреть любой фильм там, от любого там производителя в виде на видеопленке, на обычной пленке и так далее. То же касается и аудио. Вы приходите, говорите, какое произведение, стоит проигрыватель, стоит магнитофон, вы можете это все прослушать, посмотреть и так далее. То есть все, что есть, все сконцентрировано в библиотеке. В принципе, когда я была потом в школе, то же самое это можно было видеть. И в основном все приходят сюда. Абсолютно свободно все чувствуют, тут же едят, тут же могут выпить, ну как спокойно. Ну, столовая, поразила меня столовая, конечно. Заходишь, $7 платишь, и по системе все включено. Ешь сколько хочешь, сидишь сколько хочешь, никто тебя не контролирует, то есть можешь есть готовые блюда, можешь подходить там к овощам, делать себе салаты и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, я наблюдала за некоторыми студентами, есть, которые сидели вальяжно, там, ну, там разговаривали, есть девушки, которые прибегали, брали, вот они сами эти гамбургеры делают, там вафли сами пекут, быстро-быстро что-то съели и убежали. В принципе, так же, как и это. Ну и студенты, которые получают гранты, они, естественно, тоже это питание входят. Вот девушка, с которой я общалась, она была в некоторых случаях моим переводчиком, она говорит, что вот у нее завтрак, обед и ужин входит в грант. То есть она как бы питается бесплатно. В общежитиях они не готовят, получается? Нет, вот, пожалуйста, как вы думаете, вы пришли, это что такое? Общежитие. Да, это общежитие. Ну вот здесь как раз общежитие, видите, знак СН, да, Сент-Хьюстон университет. Вот это холл, вот, пожалуйста, тоже холл, мягкие диванчики, телевизор, да. Вот холл второго этажа, ну и вот здесь просто коридор. Но комнату мне показали, но фотографировать, ну, не посоветую. Вообще в Америке, прежде чем фотографировать, нужно спрашивать. Постоянно нужно спрашивать, спросить, да, разрешение. Потом тебя спросят, с какой целью, для чего, где вы это будете выставлять, кому вы это будете демонстрировать. Поэтому, когда мне это сказали, я уже как бы фотографировала тогда, когда никого нет, чтобы не было никаких вопросов. И то, когда уезжала, мой коллега сказал, Наталья, пожалуйста, не выставляй фотографии там, где там попали мои дети, чтобы не было никаких. То есть они очень щепетильно к этому относятся. И если, не дай бог, они увидят свою фотографию без разрешения, в принципе, на вас могут подать в суд и выиграть хорошие деньги. Ну вот, пожалуйста, такой. Да, причем вот здесь в холле тоже стоят компьютеры, студенты, в принципе, могут. Ну, вот это как комната занятий. Да, они здесь не готовят, но у них так же, как и в гостинице, ну, просто микроволновка, холодильник и кофевар. Все, в принципе, ничего не нужно. 2 человека в комнате. Да, все как бы. Ну, естественно, все. Естественно, один этаж. Либо один душ. Нет, ну да, все там красиво, комфортно, все как бы большое, да, достаточно. Это аудитория, обычно, вот в этой аудитории у нас конференция проходила, здесь уже, например, студия. Ну, ничего такого особенного, но уделяется внимание, конечно, дизайну. Все аудитории, у каждого корпуса свой дизайн. Вот, эти 2 занятия со студентами, ну, с 2 группами. Я рассказывала о России и о системе образования. Ну, что хочу сказать. Студенты, во-первых, очень внимательно меня слушали, абсолютно внимательно. Но при этом у них стояли вот такие, знаете, стаканы Кока-Колы они пили. У одного молодого человека вот такой большой гамбургер, и иногда он так пожевывал. То есть это считается нормальным, если преподаватель не ставит конкретных запретов. У некоторых преподавателей даже в расписании написано «нельзя», ну там во время еды пить. Меня никто не спросил, я не сказала, поэтому они чувствуют себя свободно. Но когда я начала лекцию, они спросили, вы разрешаете нам удалиться, если мы этого захотим? То есть они спросили. Поэтому кто-то уходил, кто-то заходил, я не спрашивала, зачем и так далее. В принципе, то есть там ведут себя свободно. Посмотрите, как они сидят. Да? То есть сидят практически все стулья крутящиеся, даже в зале конференции. То есть все везде крутится. Я говорю, еще надо вот так, чтобы качалось. То есть они сидят, крутятся. Могут даже вот так, одна девушка сидела, так оттолкнулась и уехала в другую часть класса. То есть, в принципе, для них это нормально, они на это внимание не обращают. Но при этом очень внимательно слушали, задавали
креативные вопросы, на которые как-то сложно было мне сначала ответить, потому что нужно было как-то выразить свою позицию и рассказать там какое-то отношение. И больше всего, что меня поразило, когда я пришла вечером, я открыла почту, я раздала визитки, я прочитала 4 письма студентов с благодарностью о том, что я, перелетев океан, рассказала им о России, рассказала им о системе образования. Вы представляете, я когда читала эти письма, просто плакала. Плакала от того, что работав в России 10 лет, ни один не то что студент, магистрант, аспирант не написал такого письма. То есть вот у них вот на самом деле, и они написали, что мы хотим сотрудничать, мы хотим больше узнать про Россию. Одна девушка написала через день, я даже после вашей лекции там что-то прочитала, а дайте мне ссылки, чтобы я увидела вот это. То есть, понимаете, вот эта лекция, она не закончилась. Как мы говорим, да, вот мы прочитали лекцию, и все, студенты ушли. Мы начинаем их, извините, доставать. Зайди туда, посмотри то, зайди на мой сайт, выполни задание. Нет, там абсолютно они сами идут. Вот, и когда я тоже стала спрашивать, почему, и коллеги мне сказали, вообще образование в Америке, поскольку оно платное, это услуга. И студенты очень щепетильно относятся к тому, что они заплатили деньги, они должны получить эту услугу. Они четко понимают, что они хотят и как. У них есть базовые дисциплины, и есть дисциплины, которые не могут выбирать. И они знают, если они идут в одну школу, они выбирают одну. Если у них будет специализация такая, то они выбирают другую. Что мне еще поразило? Как оценивается преподаватель? Как вы думаете, 2 основных критерия оценки преподавателей в ВУЗе? Преподавателя. Помимо часов, да, вот часов у вас ставка. Сразу скажу, мне сказали 260 часов в семестр. Вот у них ставка, у них 2 семестра, ну как бы 2 семестра, то есть 400-500 часов. Ну вот, у нас 2 раза больше в университете. Значит, 2 критерия. Первый критерий – это научные исследования, то есть каждый преподаватель участвует в всевозможных грантах, пишут эти гранты и так далее и тому подобное. Сумма начиная там от $500, заканчивая $5 миллионов. Ой, извините. То есть на самом деле, и еще один критерий – это оценка студентов. После каждого курса есть специальная шкала, преподавателю выставляются баллы. И потом руководство дает преподавателю для того, чтобы познакомиться, сколько баллов он набрал. А вот это не, извините, то есть есть отметки, а есть еще описательные вещи, да, то есть если не нравится, почему вы должны, если вы сильно низкий поставили или сильно высокий, то есть вы описываете, почему вы хотите, да, почему вот это произошло. И вот когда я разговаривала с коллегами, спрашивала, вы познакомились, это профессор такой-то, такой-то, они говорили, вот это профессор там Билл, да, его очень любят студенты. И вот у них фраза «его очень любят студенты», «его очень ценят студенты». И после того, как я рассказывала, то есть на моем занятии был только коллега, да, еще преподаватель, у которых занятия были. И на следующий день говорит: Наталья, а студентам-то очень понравилось, а вот им понравилось вот это. То есть они, уже студенты сказали кому-то, то есть они оценивают человека не то, как он себя презентует, а то, как оценивают студенты. Поэтому и говорят, если у вас, например, не очень хороший балл, вам предлагают обратить на что-то внимание, корректировать, а если что-то, то в принципе вплоть до увольнения. Так, еще хотела несколько слов сказать о конференции, в которой я участвовала. Конференция называлась «Общность проблем глобализации образования». Вот с такой темой я выступала вместе с коллегом из университета. Кстати, он с России, работал в Кировском Вятском государственном университете. 15 лет назад он просто переехал, был такой набор учителей из России. Он 15 лет приехал работать просто учителем технологий. Кстати, сейчас знаете, что меня очень поразило то, что мы ехали по дороге, называется фривей, то есть открытая дорога.
И там прям большая-большая вывеска. Если ты хочешь работать в школе, там девушка красивая, да, вот ты можешь пройти 4 месяца курсы и сдать, и вот, пожалуйста, и там ты можешь преподавать. То есть на самом деле, но коллеги, второй коллега, который тоже, с которым я познакомилась, Александр, он вообще тоже, оба они кандидаты наук, просто один математику, другой технологию преподавал. Тот так и преподает математику. Ну, что сказать, уровень, конечно, жизни совершенно другой, чем в России. Андрей смог подняться с помощью грантов обучения магистратуры до профессора. Сейчас он хорошее место, ну, как бы имеет, и достаточно такое востребованное. В принципе, сейчас тоже, может быть, можно, но программа определенная. Сотрудничество с многими странами. Вот это представитель, проректор с китайского университета, и сейчас у них есть совместные программы двойных дипломов. То есть у них очень интересная такая формула, которой практически нет. 3 года студенты учатся в Китае, год в Америке, год опять в Китае, получают двойной диплом. То есть они пришли вот как раз сотрудничать, очень интересно. Как раз я была в тот период, когда должны были приехать китайцы. Очень интересно рассказывали студенты, которые приехали из других стран мира. Они говорили о том, как они начинали в первые дни, как их встречали, как сейчас происходит обучение. Кто-то обучается 1 год, кто-то 2 месяца. Вот молодой человек, он уже закончил бакалавриат, обучается в магистратуре. Очень эмоционально рассказывала китаянка свою историю, как она летела в Америку, потеряла там деньги, потеряла билет, все потеряла, английский не знала. И вот она рассказывала, как все это проходило. При этом, кстати, такая обстановка была в аудитории. Она стала плакать. Тут же подбежала профессор, дала ей платок, тут же стали, ну, ее успокаивать. Но вообще американцы любят эмоции, чтобы это все было. И вот очень поразила девушка с Туркменистана. Он очень хорошо говорит по-русски, она потом подошла, говорит, можно с вами по-русски поговорить? Я, говорит, уже здесь 7 месяцев и практически по-русски не говорит. Вот я бы сказала, пробивная девочка, которая работает на 2 работах, учится, хочет поступить в магистратуру, но она понимает, что вот если она это сделает, то останется она в Америке, не останется, но тогда, когда она приедет на родину, у нее будут достаточно большие шансы. То есть они видят свои перспективы. Поразило то, что на одной, вот это преподаватели одной кафедры, представляете, кафедра содержания, методики обучения. То есть вот дама из Турции, вот, пожалуйста, молодые люди, да, из Гвинеи и Германии, вот с Англии, да, и Азербайджан, да, тоже вот подходила девушка из Азербайджана. Очень интересно для женщин. Тоже говорит, вот я оставила маленького ребенка, пришла на конференцию. Я говорю, а насколько маленький? Она говорит, 1,5 месяца. 2 месяца. Я говорю, а как? Она говорит, в декрете сидят женщины в Америке только 2 месяца оплачиваемые. Больше нет декрета. Что хотите, или работаете, или нанимаете и так далее. То есть говорят, что... И все коллеги работают вместе, очень как бы поразило то, что все работают в команде. Выступления практически по 2, по 3, 4 человека, и достаточно разносторонне подходит к одной проблеме. Ну, вот это проректор, это декан факультета. Мне повезло побывать на очень таком мероприятии, значимым. Это церемония награждения лучших учителей штата Техас. Университет проводит этот конкурс раз в год и награждает лучших учителей в высшей школе, в начальном, в среднем и в старшей школе. Это, знаете, как Оскар в образовании. Все одеты там во фраках и так далее, столы шикарно накрыты. Ну, то есть, как бы поразило то, как относятся к престижу профессии. Показывали достаточно содержательный ролик про каждого лауреата, отзывы учащихся, то есть на сцену вызывали, то есть награждение было и так далее. Достаточно интересное такое мероприятие. Ну и школа. Вот как вас встречает школа, это пост, никаких охранников там не сидит, то есть вы заходите сюда,
и проверяют ваши данные. Карточку, да, у каждого личного. У меня взяли паспорт, отсканировали его, и вот так же, как вы скотчем налепили, ну там красивая такая, да, бирочка, что я могу зайти в школу. То есть это проверка на то, что вы не числитесь в базе данных по преступлениям в отношении детей. Вот, пожалуйста, это библиотека в начальной школе. Вот книжки, вот рядом, видите, стоят компьютеры. Тут же интерактивная доска, тут же дисплей. Кстати, во всех кабинетах начальной школы стоят интерактивные доски. Но меня что поразило, не так вот парты, интерактивная доска. Парта отдельно, интерактивная доска, возле нее ковер. Ковер интересно, или кружочки, или квадратики. По рядам желтые квадратики, там красный, зеленый, синий. И учитель сначала ведет урок, вот, а потом, если надо к доске, она так, ребятки, пожалуйста, первый ряд на желтые квадратики, то есть они переходят, садятся, кто как хочет сидеть, но главное, чтобы он занимал вот это свое пространство. Один мальчик чуть ли не лег, там ноги кверху не поднял, учитель ему замечания не давал. И тут она с ними поработала у доски. В принципе, вот, пожалуйста, это дети третьего. Когда сказала, вот директор сказала, это преподаватель с России, дети посмотрели на меня с ужасом. Да, я не знаю почему, то есть у них какой-то страх, какая-то такая неожиданность, может быть, была, но я улыбнулась, сказала ему, вы меня не боитесь, ну, как бы, несколько фраз там сказала по-английски, что смогла. Потом они заулыбались, и, в принципе, потом нормально. Я уже, когда давала сувениры, все подбегали, стали красивыми. А очень интересно, школа оформлена детскими работами, вот видите, как бы. Одеты кто в чем, да? Да, одеты сами дети кто в чем, и учителя в том числе. Я была в шоке, когда девушка стояла в сланцах, ну, вы понимаете, Техас, ну, март месяц, там, ну, примерно как сейчас погода, в какой-то юбке, в какой-то кофте, понимаете, это вообще, я такая думаю, это что такое? Ну, в принципе, там нет никакого дресс-кода. Директор, конечно, выглядел хорошо. А сколько детей в классах? А детей в классах не больше 22. Но что интересно, начальная школа, там же дети с 5-летнего возраста. То есть там 5 лет, 6 лет, это у них подготовительное, и потом вот начальная. И самое интересное, у нас же 5-летки в детском саду, у них отдельно совсем детский сад. И вот эти дети, они вообще 5-летнего возраста не спят, у них есть такие коврики, например, они в первой половине, если устали, могут расстелить коврики и где-то полежать. У них нет такого. Но перед тем, как дети идут в школу, последний семестр, они даже не могут расстилать эти коврики. Они только сидят за партами. Если он устал, он может вот так поспать. То есть они так приучают детей к этому. Ну, средняя школа. Вот фотография, да, у каждой школы есть свой символ. Это символ школы. Да? Бульдог. Он изображен везде, абсолютно. На всех там футболках и так далее, и так далее. Кстати, школа называется Магнолия. Почему? Потому что это район Магнолии. Это зал, очень интересный зал, он такой большой, как на 3 этажа. Вот это все награды школы за какие-то там соревнования. И мы подходили, спрашивали, они говорят, что очень много они работают здесь, база данных. Про электронные учебники меня интересовал вопрос. Электронных учебников вот средней школы нет. Директор завуч мне сказал, что нет. Почему? Потому что не у всех у детей одинаковые возможности. Вот когда 100% все дети будут иметь возможности, да, тогда будут. Пока нет, нет. Хотя в частных школах электронные учебники уже используются на протяжении там 10-15 лет. А вот в начальной школе я увидела, когда выходила, стояла прям стопочка таких небольших, ну, можно сказать, электронные учебники, да, и спросила, что вот, пожалуйста, они у нас лежат. Если мы хотим, чтобы дети поработали, мы тут же раздаем, детки поработали, выключили, сложили. То есть они в кабинете находятся. Но как таковых учебников, которыми ученики работают вот в средней школе, это, извините, старшей школы. Вот так выглядит компьютерный класс. Вот, достаточно просторный, в 2 раза больше, чем, например, у нас, да, вот они тут стоят. В центре компьютер. Но посмотрела, чем занимается, в принципе, тем же самым, что и мы, различные задания. Вот это концертный зал.
тоже. Это концертный зал школ, да. Свой оркестр, своя бальная школа, изо-студио и так далее. По технологическому образованию готовят учащихся, вот, готовятся в 10-11 классах, дают 4 профессии. После этого они могут, сдав экзамен, уже работать, но только в штате Техас. У каждого штата свои там требования и так далее. Но тем не менее уже выпускники могут работать. Во сколько лет они заканчивают школу? Ну да, так же мне 17. Это вот такие результаты. Ну и под фактом хотела сказать, в то время, когда я была в Америке, в это же время как раз и Дмитрий Ливанов был в Калифорнии, и буквально после этого, 2 марта, очень интересное интервью он дал американскому, да, журналисту о том, какие отношения между нашими странами, когда же все это будет проходить, потому что многие боятся какие-то проекты, да, организовывать, многие боятся взаимодействовать. Ну, Ливанов сказал, что в принципе нету никаких границ, кто обучался, те могут обучаться и так далее. То есть я хочу сказать, что политика и частная жизнь, образование, оно отделены друг от друга. Никто меня не спросил про Украину, никто не спросил про какие-то отношения. Чисто все воспринимали и спрашивали вопросы, что вы едите, как у вас там холодно и так далее и тому подобное. Вот, в принципе, у меня все. Вопросы, пожалуйста, какие есть? Образование там платное? Нет, образование в школе бесплатно. Вот школа, она абсолютно бесплатная. Питание как кого там? А питание я не спрашивала, честно скажу. Ну, возможно, там какое-то... Учебники тоже школа. Да, учебники, вы знаете, очень такая большая аудитория, когда вот я спросила про электронные учебники, большие-большие стеллажи, причем такие выдвижные, и у них по классам все лежит. И точно так же выдается на год, и потом сдается. Но учебники достаточно большие. В начальной школе учебников нет. Каждому ребенку на занятиях выдается определенные листы задания, то есть тренировочные задания и задания тестовые. У них, вы знаете, все уже стандартизировано. Есть конкретные стандарты, есть уровни. И вот после проведения урока учитель раздает вот эти задания. Ребенок выполняет, он все это складывает, папочка, и потом уже он оценивает. Но вот тоже я жила в семье у коллеги, жена, она учитель начальных классов. И она говорит, что сейчас у них тоже, как вот у нас электронные журналы стали, подобие этого, да. И очень много сейчас, она говорит, постоянно, вот она вечером поужинала, она говорит, я пошла работать. Говорю, что ты делаешь? Вот мне интересно было, что вечером делает учитель, у которого 3 детей, да, и так далее, еще гости. Она села, и вот смотрю, письма от родителей, вот она им там пишет, Вася такой, Петя такой, а это вот то-то не принес, вот, пожалуйста. Потом есть официальные претензии, я говорю, ну вот а как вы это? Она говорит, если мне просто письмо написали, ну вот такого обычного характера, да, там, почему там мой сын сегодня плохо вел себя или еще что-то, она может ответить. А было письмо, она мне реально показала, официально подписанное, отсканированное, то есть это официальное заявление родителей, и она должна официально на него ответить. То есть она должна определить, какой уровень это официальное, да, требование. Она может ответить или зауч школы, или вообще его передать директору. Сравнивание между школами и так далее, уровень очень сильно. Ученика определяет уровень в классе, уровень там, в районе и так далее. То есть постоянно и учитель, и ученик знает, на каком уровне он находится, на низком, среднем или высоком. И постоянно это ему показывает. То есть тестов очень много. Вам показывают перечень изучаемых предметов, где 10 статистик, вам сколько там, 18, 10? Нет, я не спрашиваю. Но если хотите, могу узнать. Скажите, пожалуйста, значит, получается бальная система оценивания? Я не знаю, у них своя такая система, у них тестирование идет и У них же А, Б, С, Д, Е. у них А, Б, С, Д, Е, у них это идет изначально. Коллеги, еще минутку я хотела вам сказать, у нас в университете со следующего года открывается новая магистратура, которая называется информационные технологии в образовании. Руководитель магистратуры Китайгородский Михаил Дмитриевич, я тоже преподаю, и в Муртазе.
В этом году нам дали 23 места на очное обучение. Что значит очное обучение? Это значит, что каждый студент, магистрант, будет получать стипендию от 4 тысяч это обычная стипендия. Если участвуете в научной работе, это до 8-12 тысяч. Занятия магистратуры. Места бюджетные, места очные, да, самое главное, мы были сами в шоке, потому что мы рассчитывали только на 10-5 мест. Нам дали 23. Я призываю всех, у кого еще нет магистерской степени, идти к нам учиться. Вот у нас уже есть коллеги, которые идут. Да, я теперь вам говорю, коллеги, вот сейчас, вот смотрите, мы с вами работаем. Вы все кто? Специалисты. Вы закончили специальность. Вот Илья Иванович, я, мы все специалисты. Сейчас на рынке труда с этого года появляются кто? Бакалавры, специалисты и третье магистранты. Пока зарплата и уровень у нас у всех одинаковый. Но через какое-то время, вот как нам, может быть, Воровская завтра будет рассказывать, будет градация. В средней части России, в средней, да, уже директора и заучи школ не работают без магистерской степени. То есть, если вы будете занимать должность выше, чем преподаватель, у вас должна быть степень. Поэтому на сегодняшний день, пока это может быть не актуально, через какое-то время это будет очень актуально. Преподаватель в вузе не может работать без магистерской степени и без законченной аспирантуры. Всех будет сокращать и убирать. Есть общая, да, там, система образования, деловой английский язык, что-то с науки и техники, образовательная робототехника высшая, да, информационная, образовательная всегда. Ну, здесь цели, задачи, можете перелистнуть. На что? Вот, 120 часов, форма очная, 2 года, да. Значит, только собеседование. Экзаменов сдавать не надо. Приходите с 20 июня в приемную комиссию, называете магистратуру, подаете документ о высшем образовании, заявление и копию там паспорта, или посмотрят ваш паспорт. Все. И вам скажут, когда будет собеседование. Вот вопросы собеседования только сегодня. Пока конкурс, я не могу сказать. Если будет но если 50 человек, будет, то 2 человека на месте. Если 25, то... Если будет конкурс, как отбор. Ну, по результатам собеседования. Так, это объект, ага, следующий еще что-то есть. Но если на 2 года надо работать с отрывом, это же с отрывом. Значит, 120 часов это немного. Занятия у нас проводятся, поскольку все понимают, что обучение проводится, проходят люди, которые работают, потому что все люди, которые... Да, вот, пожалуйста, дисциплины вы можете смотреть. Всего 3 блока, они такие объединенные, чтобы не было много. Вот, пожалуйста, дисциплины. Да? Здесь очень много практики. Мы всегда нацеливаем своих магистрантов, чтобы практику не проходили там, где они работают. То есть они пишут план практики и так далее. Тема диссертации тоже соотносится с чем? С работой. Программа у нас информационные технологии в образовании. Поэтому вы можете взять любое звено, начальное, среднее, высшее и так далее. И исследовать любую проблему, которая есть. Вот. Любой, даже без педагогического образования. Вы знаете, что в магистратуру вы можете идти без педагогического. Нет, вы сейчас учите математику, можете магистратуру на юридическом. Я думаю, что мне уже туда не надо. Но у нас есть молодые, допустим. Коллеги, я еще раз говорю, если у вас есть молодые коллеги, перспективные, да, я сразу говорю, что пока вот начинаются эти программы, да, пока только это все закрутится, честно говорю, что учиться будет несложно. Вот у нас все студенты, которые учатся, в принципе, нормально и работают, успевают. Вот единственное, что они у меня вот сейчас опоздала, 2 девочки пишут магистерскую диссертацию. Они взяли на работе отпуск вот последний месяц, да, и вот сейчас пишут. Ну, в течение 2 лет они, конечно, что-то делают. Ничего страшного там нет. Экзамены принимают преподаватели наши, ну, там приезжают учить. Леонид Носов. Добрый день, уважаемые коллеги. Я
хочу выразить для начала слово благодарности Илье Ивановичу за то, что он пригласил меня на такое мероприятие. Для меня это первый раз, на самом деле, участие в самосборе. Тема у меня представлена на слайде, все видят. Вообще говоря, думаю, тема волнует, на самом деле, ну не волнует, может, касается каждого. Все мы с вами живем в России, тем более с учетом последних политических изменений и в условиях санкций. Поэтому тема была мной представлена еще в феврале месяце, немножко чуть более сокращенном формате, на первых чтениях в Сыктывкарском университете. Ну, начну кратко, напомню всем историю, вообще говоря, развития информационных технологий в мире. Началось все, вообще говоря, с Лейбница, который писал двоичную систему вычисления. Дальше первое в области именно то, что позволило построить, применить те в том или ином виде вычислений в электронном виде, это изобретение Эдисоном совершенно случайно электронной вакуумной лампы. В 40-е годы это были разработаны принципы, на которых функционируют все современные ЭВМ, правильно 5 принципов фон Неймана. И с 1946-1949 год первые ЭВМ появились. 23 декабря 1947 года был в лаборатории Bell Labs изобретен биполярный транзистор, который позволил существенно уменьшить элементарную базу всех современных компьютеров. 2 сентября 1969 года считается днем рождения интернета, который из 4 первых машин в мире на сегодняшний день это названная одним из журналистов всеобъемлющая вездесущность, которая нас потихоньку, в том числе и нас отчасти поглощает. Да? 1971 год был изобретен, именно создан работающий первый микропроцессор Intel 4040. И в том же году появилась первая редакция операционной системы Unix. Это та операционная система, на которой функционирует весь современный интернет. В 1973 году появился первый компьютер с графическим интерфейсом Xerox Alta. Обратите внимание, сейчас вы не найдете компьютера фирмы Xerox, в принципе, и графические интерфейсы тоже не увидите. У них была лаборатория молодых людей, которые представили компании Xerox учредителям, что вот есть такая хорошая идея создать персональный компьютер. У них был вертикальный экран, то есть сейчас мы привыкли такая ориентация, у них вот такая, это была представлена мышь, клавиатура, учителя сказали, да кто это купит. Мы все сейчас этим пользуемся. Вот те реперные точки, которые определили, вообще говоря, развитие всех и современного состояния всех информационных технологий. То есть, казалось бы, где здесь Россия, да? Дальше будет. Я для начала хотел бы задать такой вопрос, кто знает, как выглядели первые компьютеры? Огромный шкаф. Или мейнфрейм. Целую комнату. Именно первые компьютеры, то, что называлось компьютеры. 3 этажа. На самом деле компьютер это вычислитель. Девушка, которая вычисляет баллистические траектории. Вот не лампы, а вот именно вот эти девушки, которые стали первыми программистами уже, именно они именно были по сути первыми компьютерами. Но компьютер появился именно в причине того, стал создаваться, чтобы рассчитывать баллистические траектории. Потому что плотность информации, какой энтропия определяется натуральным логарифмом, а тройка ближе к 2,7, чем двойка. По этой причине вторая система вычисления гораздо эффективнее по вычислительным числовым характеристикам. И вот Всеволод Сергеевич Бурцев это создатель процессоров Эльбрус. Вычислить систем на их базе. Как было сказано, в субботу я просто выступал на УМО по информационной безопасности, и там круглый текст сказал, что Эльбрус это скоро будет наше все. Вот. Исторически подавляющее большинство были в том или ином виде аналогами иностранных ЭВМ. Ну, по-разному брались, иногда повторяли машинные инструкции, иногда просто срезали аппаратную часть и сканировали, фотографировали, чтобы, по крайней мере, копии
процессоров 8086, они создавались именно путем срезания и фотографирования вот этой вот картинки, чтобы микросхемы создавать свои аналогичные полные копии интеловских процессоров. В большом зале именно в Ленинграде, что считает крупнейшей победой США в холодной войне, тот факт, что в Советском Союзе производится компьютеры фирмы IBM. Потому что тогда самые крупные, BS и MES, они были по сути аналогами IBM, System Z, которые, и российские мейнфреймы, они копиями были IBM-овских, большей части. Я начну немножко шагну вперед. В 2000 году мы уже жили в России, да, Российская Федерация. По причине того, что происходило в то время в части информационной технологии, была принята доктрина информационной безопасности Российской Федерации, которая определила как раз, что мы зависимы в части информационной технологии от Запада, сильно зависимы. Это было зафиксировано как одна из основных угроз информационной безопасности Российской Федерации. Началось все немножко раньше, полностью иначе зависимыми, а если с учетом желания некоторых западных стран не давать развиваться нам так, как мы хотим, на это может быть. Сейчас не туда пошел. Старый. Сейчас да, значит, смотрите, что будет происходить. Да, вот надо перейти, переход на старт. И это отдельный сайт, на котором вся будет спартакиада разворачиваться. Какого ты сайта? 8 команд не выдержит? А? 8 команд не выдержит? Нет, 4. Пока по 4. Ну, то есть я придумал пока вот такой вариант, который 4. Значит, коллеги, еще раз, вы заходите с сайта, там страничка конкурс, или как там, Геоквест 5×5. Значит, вот так выглядит наше игровое поле. Значит, вот так выглядит сайт, на котором вся процедура, игра будет происходить. Значит, смотрите. У нас 4 команды, у каждой команды свой цвет. Красный, синий, зеленый, желтый. Мы зеленые. Сейчас вкладочка поле с заданиями. Вторая вкладочка онлайн-табло. То есть мы с вами в режиме онлайн будем видеть, как продвигаются команды и наблюдать друг за другом. И параллельно мы будем эти задания выполнять. Посмотрите, если вы откроете вот эту вкладочку «Поле с заданиями», то вы все увидите вот такое поле. Оно снабжено гиперссылками. Значит, процесс будет выглядеть следующим образом. Красная команда находится вот здесь и должна в результате игры пройти в противоположный угол. Значит, соответственно, синяя пройти в противоположный угол. Зеленая – противоположный угол. Значит, вот эти вот все клеточки, они активные. В каждой клеточке содержится задание. Значит, правило такое. Нужно двигаться от клеточки, скажем, красным, от А1 клеточки D5. Но не по диагонали, а по, как ходит ладья. То есть нужно двигаться вот таким образом. Можно вот так. Естественно, количество ходов будет всегда одинаково, если вы там, не крутитесь где-то. То есть 10 ходов вам нужно сделать и решить 10 задач, чтобы из этой клеточки попасть в эту. А могут одновременно 2 команды оказаться в одной? Могут. Да? Могут оказаться в одной команде. Значит, наша задача главная, вы можете сразу для себя траекторию проложить команды, да? И разбиться на одном компьютере, одна задача решается, на другом другая задача решается и так далее. Но самое главное, вам нужно добраться из одной клетки в другую. По диагонали нельзя. То есть вы, Да, Google документы. Коллеги, я сразу прошу не уйти вот с этого листочка, а перейти вот на большой листочек. Первый листочек сделан для того, чтобы на онлайн-табло маленькая картинка была. Это чисто технически. А перейдите сюда. Скрыть я не мог, иначе бы я не видел тогда вот этой картинки на этом табло. То есть вы сразу переходите на лист, который называется «Команда 1».
И вот в этом поле вы отвечаете на вопросы. Допустим, вы открыли поле 1, прочитали задание, его выполнили, и сюда вбиваете задание. У вас автоматически будет высвечиваться, если вы набрали все верно, да, то есть решили задачу верно, то у вас у красной команды красным будет высвечиваться квадратик. И мы сразу будем видеть, где какая команда находится. Покажу, как она выглядит, и вы поймете принцип. Значит, вот смотрите, я открываю таблицу, да, вот таблица открыта в Excel, не в Excel, а в этом в Google, да. Значит, вот здесь вот есть кнопочка, где формат. Формат. Нажмите кнопочку формат и условное форматирование. Посмотрите. Справа открывается у вас окошечко. И вы поступаете следующим образом. Если вы откроете, то вы увидите. Значит, вот здесь вот, вот справа в поле написано текст в точности. Да? На самом деле там можно цифровой формат. Если вы развернете, то, ну, кто в Excel работал, тот знает, что там достаточно много. Формат условное форматирование. Еще раз, формат и условное форматирование. Но вы ячейку должны выделить какую-то. В этой ячейке вот это условное форматирование задается. Значит, вот смотрите, если вы тут активируете, тут есть разные функции, по которым условное форматирование будет работать. Значит, смотрите, предполагается, что на каждый вопрос моей таблицы однозначно верный ответ. В этом случае я использую опцию, которая называется текст точности. Я набираю кнопочку текст точности и вот здесь выписываю ровно посимвольно тот текст, который должен в этой ячейке быть, чтобы ответ был верный. И при этом я заставляю эту ячейку окраситься в синий цвет. Все. Ну и чтобы не видно, еще и чтобы текст был тоже синим цветом, чтобы не было видно для других, если вы в одном табло. Но вот на этом принципе все основано. То есть еще раз, грубо говоря, вы берете, допустим, 25 вопросов составили из любой предметной области с однозначным ответом. Эти ответы вы в каждую ячейку для себя, грубо говоря, вписали сначала, а затем используете вот эту опцию условного форматирования. Значит, есть какие, ну, мой личный опыт какой-то, что у меня возникло. Во-первых, я в картах Google давно работаю, и мне кажется, что сейчас сервис в худшую сторону изменился. Понятно, что там все рассчитано на мобильные гаджеты, мало кнопок, все на сенсорном уровне работает. Но те функции, которые раньше были, они отсутствуют. Например, раньше были на картах точки, где онлайн-камера работает. И можно было заглянуть и посмотреть вот в режиме онлайн, где находится в Москве, допустим, там тот или иной перекресток. Этого сейчас нет. Дальше, если вы обратили внимание, когда вы в панорамном режиме гуляете по улицам, то скрыты не только лица людей, которые встречаются, но скрыты номера машин, скрыты все таблички практически. Но ты вот подъезжаешь там в какой-то музей, да, на этом музее, на этом мемориальная доска висит, там написано, вот это все затонировано. И это вот, мне кажется, лишнее. Почему не почитать, не посмотреть? Режим работы там каких-то магазинов, он тоже вот замазан. Ну где-то, может быть, осталось, но где-то есть. Значит, кроме того, естественно, вот эти вот панорамные снимки, они устаревшие. Вот мы, где бы мы ни были, да, там 12, ну максимум 13 год. Я не знаю, там может быть из-за санкций у нас, с нашей стороны санкции, что мы Google не пускаем по нашим улицам ездить. Но, тем не менее, вот такие вещи мне бросились в глаза. Это во-первых. Во-вторых, ну я уже сказал, что тут не обязательно с картами работать, можно все что угодно, любую предметную область выбрать. Да, во-вторых, вылетело что-то из головы. Ладно, пропустим. Илья Иванович, все-таки Да. инструкцию нет, но все-таки да. Мастер-класс. Как можно это сделать? С чего начать? Ну хотя бы на одной ячейке нам можно шаги? Можно. Я постараюсь написать. Ну вот чтобы вот, Постараюсь. хотя бы может это какой-то документ. который Хорошо, можно- я постараюсь написать. Не, ну